Непривычные, самобытные, они критикуют существующие стандарты и бросают вызов принятым образовательным канонам. Авторские школы всегда были предметом ожесточенных споров как в педагогической, так и в родительском сообществе. В чем секрет высоких показателей учащихся таких школ, почему они не укладываются в госстандарты? О современных подходах в образовании, авторских школах и перспективных методиках мы поговорим с экспертом, руководителем научно-образовательного центра Академии наук Якутии Юрием Семеновым. Юрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Иванович, сколько вообще авторских школ сейчас работают в Якутии? Есть ли какие-то более точные конкретные цифры? Во-первых, необходимо сказать, что сегодня все школы, которые работают на территории республики, Российской Федерации, они работают по стандартам, которые есть в Российской Федерации. Но необходимо сказать, что эти стандарты, основные направления, вот сколько должно быть часов русского языка, литературы и так далее, и сколько должно быть внеучебной деятельности и другой деятельности, которая составляется непосредственно самой образовательной организацией. Поэтому как такового понятия, которое было в 90-х, в начале 2000-х годов авторских школ, которые полностью вне стандартов, конечно, таких нет. Но тем не менее, сегодня мы выделяем такие школы, которые отвечают под этим стандартам. Это прежде всего, конечно, школа Нины Афанасьевны Алексеевой в городе Якутске, это Нюрбинский технический лицей, это гимназия-лицей, который у нас традиционно с 1997 года, который создавал наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, они работают. То есть их достаточно много. Мы сегодня проводили исследования на протяжении 3 лет, и вы знаете, мы выделили более 94 школ, которые имеют свои очень четкие методики и авторские модели своих образовательных траекторий в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Ну а чем же еще, помимо того, что вы сейчас озвучили, отличается принципиально школа? Это обычная школа, да, общепринятая, скажем так, в которую большинство детей ходят, и авторская школа. Подходом. Это совершенно другой подход к человеку, это подход к образовательной траектории обучения. Например, в Нюрнбергском районе очень интересно, одним из первых в республике, это индивидуализация образовательного маршрута. Что касается Нюрбинского технического лицея, то это научно-технический подход и олимпиадное, и решение собственных авторских заданий. То есть они вне учебников, которые есть по российским программам, составляют еще свои авторские учебники программы. Вот автор, например, учебников по физике Юрий Афанасьевич Лазарев, это из Нюрбинского технического лицея, который каждый год издает разную такую научную методическую литературу. В Российской Федерации он стал победителем как учитель физики, как автор этих учебников. И вы знаете, Институт Российской Академии Образования написали просто удивительную рецензию в этом году, Министерство образования и науки получило, что таких учебников во всей Москве и Московской области нету по его содержательным, по его теоретическим, практическим задачам. Понимаете, вот в этом ключевое отличие этих школ, что у них работают педагоги с собственными методиками, собственными моделями. Рецензентами данных учебных пособий являются академики, члены-корреспонденты даже Российской Академии наук, что является очень важным. Но мы говорим не только о школах, которым обучаются дети, мы говорим и о детских садах. В детских садах поле вообще огромное. Вот, например, детский сад города Якутск «Прометейчик» тоже имеет собственную авторскую методику в рамках федерального государственного стандарта дошкольное образование, которые разработали свои модели, это сообщество, когда вроде бы группы есть, младшие и так далее, но они в какой-то момент растворяются и начинают обучать друг друга. Это самообразование, это кружки, которые они делают. Каждый воспитатель, автор собственной методики. Вот даже, представляете, этот детский сад в этом году поставил перед собой задачу, что каждый воспитатель будет учить английский язык, потому что на сегодня вся наука и техника на английском языке. Очень хорошо поставлено обучение на якутском языке, очень хорошо поставлено обучение на русском языке, а в будущем перспективе они хотят еще на английском языке. То есть очень хорошая билингвальная среда. И представляете, 4-летние ребятишки, мальчишки и девчонки, мы буквально в этом году по большое исследование проводим, ходят и свободно говорят на якутском языке, потому что они изучают олонхо по технологии, в том числе седиб, как это делают очень хорошо, хатасский детский сад. Ну, и на английском языке знают стихотворение, немножко умеют хорошо разъяснять, говорить предметы, и не путая
с русским языком, очень чистые вот языки. Поэтому потенциал огромный. Вот та же школа Нины Афанасьевны Алексеевой – это огромный феномен на территории Российской Федерации. Таких подобных школ нету, когда они способны раскрыть потенциал каждого ребенка, что каждый ребенок практически заканчивает золотой медалью и подтверждает это всеми проверками Рособорнадзора. Это Но об удивительный итогах процесс. детей я обязательно спрошу чуть позже, а перед этим вот еще один такой вопрос. Ведь если в целом смотреть на вот авторские школы, пусть они будут схожи по профилю, но подход там может быть абсолютно разный, да, Конечно. и в зависимости от автора. Вот вы в этой теме уже давно ее исследовали, с ней хорошо знакомы. Вот немного вот об авторах школы расскажите, чем они вот занимались в жизни, какой толчок они дают от себя вот в этой школе? Ведь это наверняка не простые люди, которые, ну, имеется в виду необычный человек, который просто работал там у станка, а может быть даже и обычный, но у него есть какая-то особенность, я прям уверен. Конечно, это необычные, очень творческие педагоги, но прежде всего это педагоги, которые вот с самого начала изучили, и вы знаете, они подходят очень научно к этому. Это очень самая большая разница, которая есть от простого учителя, который стоит у доски. Они способны вот теоретизировать свои знания, положить их на бумагу, объяснить другим людям, потому что авторская школа – это комплекс, это когда директор, либо вот группа учителей способны не просто вот один предмет, математику, преподавать хорошо. Да, в школе может быть математика очень хорошо, но когда физика, математика, химия друг с другом не общаются, биология, то никакого процесса нету. Это очень важно, потому что ведь сначала идет математика, потом идет физика, потом идет химия. То есть если ты никогда не узнаешь хорошо химию, если у тебя будет плохая математика, если у тебя будет плохая физика, тем более биологию. То есть это вот такой процесс, который поставлен. Ну, что сказать, что они прям особенные? Ну, не скажу, что каждый может такую школу свою сделать. Особенно это в малокомплектных школах очень хорошая перспектива, потому что детей мало. И вот работай с каждым из них, открывай потенцию каждого ребенка, как интеллектуальную, так и творческую. Поэтому, наверное, очень большая любовь двигает, и новаторские такие способности, эксперименты, каждый день жить вот этим. Когда мы общались с этими удивительными учителями, жажда, вот огромная жажда жизни, жажда творчества, которая есть. И вот я всех своих коллег призываю, потому что нельзя смиряться с тем, что вот каждый день вот просто приходить на работу, отчитать и пойти. Каждый день что-то новое. Вот тогда жизнь становится интересной. Но ведь все равно есть же те, кто критикует все равно такие школы и их программы, но об этом-то говорит, наверное, ну, пусть это будет мое мнение, обратная сторона. Это как раз-таки итоги, которые показывают дети. В чем феномен от того, что они показывают такие достижения? Это все-таки в большей степени связано с тем, что детей там меньше, чем в обычной школе, и им, получается, информацию больше внушает, и работают с ними лучше, и отбор иной здесь, опять же. Да, такое тоже есть, конечно. Это школы с отборами есть, в основном это гимназии, лицеи. Но вот в 2012 году принципиально поменялся федеральный закон об образовании, что территориально сейчас принимают каждого ученика, поэтому особенно в сельской местности это школы, тот же Актемский лицей, та же Чурапчинская гимназия, Маинская гимназия, Намская гимназия. Они территориально тоже очень берут своих детей, которые там есть. Но, конечно, детей мало, в отличие от больших городских школ. Но здесь отмечу, что мы изучали не только якутские школы, но и московские школы, где обучаются 4500 детей до 5, до 7 тысяч. И они тоже показывают колоссальную задачу. Да, критиков много. Почему? Потому что иногда авторские школы, достигая высокий академический результат и делая упор только на них, конечно, мы видим, что дети способны решать математические и физические задачи, да, поступить, закончить вуз, а потом в целом реализовать, да, были сложные, потому что мы изучали выпускников, которые 10-15 лет назад закончили, да, они хорошо, тихо сидят в институтах, где-то в других местах, небольшими, скажем, специалистами, да, да, теоретическая подготовка очень хорошая, а вот в жизни, да, были такие категории, что они не смогли реализовать себя, в отличие от таких школ, которые, скажем, среднестатистической, когда ребенок учился на 3, 4, 5 калибре. Я только хотел сказать об этом. А в чем причина? Ведь многие, пожалуй, считают, что не главное получать, наверное, пятерки, стремиться, ну, часть, скажем так, людей получать пятерки, там, красный диплом, золотые медали, да,
ведь практика, она такова, что вот, как вы сказали, те, кто учился на 3-4, они больше как-то приспособлены к жизни, что ли, получается. И не с этим ли оказалось связано с тем, что вот часть студентов, которые, как вы сказали, впоследствии не смогли там себя немного реализовать, скажем так? Да, конечно. Это не сама цель, чтобы закончить с красным дипломом, золотой медалью. Сама цель – реализовать себя, стать хорошим, успешным и счастливым человеком в этой жизни. Здесь каждый должен помогать. Но я вам скажу, что мы начинаем определенные корректировки. Вот у нас в проекте республики реализуется музыка для всех, рисуем все. Вы знаете, эти проекты, такие методики во всем мире уже научно доказано, что ребенок, имея хорошие академические и математические успехи, если он не занимается музыкой, творчеством, то у него потенция совсем другая. Да, можно быть успехом троечником, но у тебя вот дальше ты не сможешь много что-то хорошего, большого сделать. Поэтому наша задача раскрыть способности каждого ученика. Вот эти авторские школы, они и стараются именно это сделать. И вот не просто через математику и физику, но еще и упор делая на классическую музыку, когда человек вот умеет раскрываться, эмоционально отдыхать и так далее, или через творчество, через шахматы те же, через художественное, изобразительное искусство. Поэтому это вкупе дает очень хорошие, значительные результаты. Но я вам еще скажу большой феномен. За любым одаренным ребенком, который раскрылся в этих авторских школах, стоял родитель. Это прежде всего. И во всем мире так. Мы изучали и международный опыт. Вы знаете, в Корее, в Гонконге, в Англии, в Соединенных Штатах Америки, даже в наших, во всех школах, которые проявляют большие успехи, прежде всего за успешным, хорошо развитым, эмоционально открытым ребенком стоит родитель, который его понимает, который его поддержит. Где-то вот экзамен не удался, он его поддержит и так далее, и так далее. Скажет, что ну ничего, пойдем дальше и так далее. Поэтому только вкупе школа, какова бы она авторская ни была, какова бы она большой, сильной, с великими учителями не была, если нет родительской поддержки, если нет внимания к личности ребенка как таковому, то ничего, конечно, не Ну получится. вот, что бы вы посоветовали все-таки родителям, которые еще сейчас колебаются между тем, отдать ребенка в авторскую школу, может быть, продолжить обучение в обычной школе и отдать там на дополнительные какие-то курсы, может быть? Дополнительное обучение обязательно надо. Мозг не требует, мозг требует постоянного процесса, постоянного обучения. Единственное, что не умеет мозг, это не учиться. Поэтому я родителям советую, чтобы, ну, в зависимости, конечно, нужно стремиться к хорошему учителю и так далее, но мне кажется, каждый учитель способен. Вообще 64% успеха, это среднестатистическая модель, все зависит от самого ученика. Остальное зависит от учителя и родителей пополам. Поэтому не надо стесняться отдавать какую-то школу, хоть, может быть, и обычную школу. Суть не в этом. Суть в том, что как вы будете уделять внимание своему ребенку. Если вы отдаете в школу и говорите, во всем отвечает школа, это главная проблема любого родителя. Вы должны быть соучастником этого процесса. Таблицу умножения учитель должен учить. Это невозможно за 45 минут с 20 детьми в классе. Таблицу умножения – это мама, папа и ученик. Да, читать, писать и так далее. Это может быть учитель. Азы научит. А как тренировать, вместе идти, контролировать – это родитель. Это самый главный первый закон. Юрий Иванович, ну если все-таки ученики авторских школ показывают, в принципе, хорошие и неплохие результаты, да, почему бы не внедрить вот эту вот методику, скажем так, какой-то авторской школы, да, взять за образец и, ну, не во всей школе, ну, предположим, там, в каком-нибудь классе определенном, либо, может быть, в селах, где и так они малокомплектованы, то есть, по сути, это и получилась бы авторская школа. Абсолютно верно вы задаете вопрос. Это главная наша проблема. Вот Юрий Афанасьевич Лазарев, учитель физики Нюрнбергского технического лицея. Но почему вот мы его книги не можем распространить? Почему мы друг друга не учим? Это главная проблема. Мы не можем увидеть друг друга вот сидящими через стенку, через несколько населенных пунктов, зато мы полностью Москву объездили, Санкт-Петербург объездили и так далее. Это все хорошо. Поэтому я вот призываю наших управленцев в системе управления муниципальным образованием, директоров школ, обратить внимание на школы, которые есть у нас в Якутии, на этих учителей, как они работают. Конечно, вкупе с ведущими московскими, новосибирскими, томскими, санкт-петербургскими школами, не изучая их, не общаясь с ними, не вступая в коллаборации, невозможно развить это 100%. Но обращать внимание на наши методики нельзя, потому просто невозможно. Они очень хорошие, они работают, и они ничем не уступают. Поэтому я больше бы рекомендовал нашим коллегам систематически работать внутри себя, находить таких талантливых учителей внутри себя и их развивать. Вот тот же Юрий Афанасьевич, он везде ищет спонсоров, чтобы
эти книги возможно было бы опубликовать, представляете? А в Москве их готовы вот так вот просто взять, как горячие пирожки. Ну, вот, предположим, мы запустили такую методику в одной из школ, там, в одном из классов, да, а сможет ли она существовать, эта идея, без автора? Вы знаете, она существует, потому что вот сеть школ, которую создавал первый президент, они друг с другом общаются, и вот они очень хорошие результаты показывают. Да, может быть, там олимпиад прям таких нету, 100% балликов, ЕГЭ нету, но среди них очень успешных, хороших ребят, которые реализовали себя, сегодня работают в разных специальностях. Это доказывает, что вот эти методики очень хорошо работают и могут быть масштабированы. Поэтому здесь очень нужна поддержка самих директоров школ, не только от министерства, не только от управления образования, самим понять и научиться вот друг с другом общаться. Это очень важный принцип, мне кажется, когда вот автор методики живет не в Москве, а живет здесь. Так что вот масштабировать наши очень хорошие проекты, мне кажется, очень большое имеет значение. Юрий Иванович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Беседа получилась действительно плодотворной. Успехов вам в этой работе. Вы делаете действительно хорошую работу и полезную работу. О современных подходах в образовании, авторских школах и перспективах, методиках мы сегодня говорили с экспертом, руководителем научно-образовательного центра Академии наук Якутии Юрием Семеновым. Корреспонденты Якутия-24 следят за развитием главных событий. Оставайтесь на канале и не переключайтесь.